поили козьим молоком. Оно было теплое, и взрослые его не пили, но считали суперполезным. Бабушка ходила за ним к соседям в начале переулка. Их коза паслась на свободных краях поля, поделенного на огороды, привязанная к колышку, вбитому в землю. Нельзя было подходить слишком близко. Я кормила козу длинными стебельками тысячелистника, пижмы и пастушьей сумки, стоя так, чтобы она едва дотягивалась до цветка. Коза дергала за стебель, и я отпускала руку, оставляя его болтаться у ее бороды. Она жевала быстро, выпячивая глаза с горизонтальными зрачками и показывая крупные зубы, и подавалась вперед за новым стеблем, натягивая веревку. До 7 лет я ходила на поле только со взрослыми, чаще с бабушкой. Мою подругу звали Илона. Наши бабушки были соседками, а мои мама и дядя в детстве дружили с ее отцом. У Илоны были вьющиеся волосы и очень звонкий девчачий голос, каким его изображают в мультфильмах. Во дворе ее бабушки стояло что-то вроде беседки, обвитой виноградом, вечно мелким, зеленым и непоспевшим. Мы с Илоной не могли удержаться от того,